У меня в коллекции сейчас на данный момент 3 коллекции. 3 коллекции. Первая коллекция, которая была сколько-то, 2 года, или сколько прошло уже, я уже не помню. Коллекция состоит из кашемира, натуральный кашемир. Вот как раз таки здесь, я думаю, я затронула тему сохранения бурятских традиций, да. Я пытаюсь что-то сделать, да, в сфере в сохранении бурятской одежды в жизни. Моя коллекция там, где я ДГЛ, стилизованный ДГЛ, да, на каждый день одевает, да. Как раз одной из вещей моей коллекции ДГЛ приобрела Ирина Пантаева. Мы с ней очень хорошо дружим, и она была восхищена. Она ходит в нем по Нью-Йорку? Да, она ходит в нем по Нью-Йорку, в ДГЛ в черном. И я надеюсь, что это будет актуально в Бурятии, что я приглашаю вас, дорогие будущие мои клиенты, приходите, мы придумаем что-нибудь для вас очень оригинальный и, самое главное, национальный в стиле. Порядок цен? Он нормальный, я думаю, нормальный, не завышенный, нет. Там, конечно, зависит от того, чтобы полностью ручная работа, конечно, она дороже ценится. А если там машинные строчки, там по-разному. А вот вечерние платья вы делаете? Да, сейчас первая коллекция, это коллекция верхней одежды. Там коллекция стилизованные ДГЛ и стилизованные пальто. Осенние, демисезонные. ДГЛ, они такие, зимой одевают, зимние ДГЛы. Кстати, есть несколько вещей осталось, да, можете приобрести за разумную цену. И там в коллекции были еще мужские, там в коллекции там и женские, и мужские костюмы, платья. А вторая коллекция это летние платья, трансформеры одежды. Ты идешь, это для девушек, которые следят за временем, да, которые очень заняты. С утра могут они пойти на работу, а вечером, допустим, пойти в ресторан на свидание, да. Там преобразовывается платье верхнее, потом длинная юбка, да, допустим, одна из платьев. Эта длинная юбка превращается, сверху там накидка превращается. С национальными элементами? Это коллекция чуть-чуть. Я не люблю, когда слишком этого много, чуть-чуть должна быть нотка, а вот в ДГЛе, в стилизованном, тогда, да, вот это курты, бурят, розеншелар, да, так, и чтобы это было актуально каждый день, а не так. А из чего они сделаны? До каких морозов можно найти? До каких морозов? Можно, в принципе, по желанию заказчика можно. Там можно овчинные? Да, хургне, архар можно сделать. Вот сейчас, чтобы было легко, такой материал есть очень хороший. Теплые вещи есть, которые можешь зимой одевать. Не продует, ничего страшного. Да, и третья коллекция, когда вот в феврале я ездила сюда, в Москву, на международный конкурс модельеров «Экзерсис». И там сколько-то участников было достаточно много. 2 или 3 тысячи заявок было, как раз мне говорила организатор, и я попала в финал, прилетела сюда, в Москву, и показала свою коллекцию. И очень отрадно то, что до этого из Бурятии никто не принимал участие. Костюмы, деловые костюмы там были, чуть-чуть с элементами национальных, чуть-чуть с элементами этноэлементов. Не так уж много. Там были все, я придерживаюсь того, что из натуральных материалов, чтобы это было приятно для тела и чтобы не было такого. Синтетика, она все равно ощущаешь.